Микрорайон Сатал, поселок Светлый, отключение электроснабжения в Чурапчинском, Амгинском, Татинском районах, возгорание на ЛЭП в Нижнем Бестяхе – это далеко не полный список различных технологических нарушений, которые произошли в Якутии за первый месяц года. Мы попытались разобраться, в чем причина таких частых аварий на объектах ЖКХ. Предлагаю начать с такой небольшой хроники. Вот смотрите, микрорайон Сатал, отключение электроснабжения у нас Чурапчинский, Амгинский, Татинский, затем возгорание на ЛЭПе в Нижнем Бестяхе. Вот в чем причина такого большого числа коммунальных аварий у нас вот только за январь? То, что вот последние события, то, что вы упомянули, да, у нас это в основном не в плане износа, да, например, то, что произошло вот на подстанции Мая ФСК, которая обесточила заречную группу районов. По нему схема отработана была. И с учетом вот тех годов у нас в этом году оперативно была собрана временная схема перевода выхода линии Мая-Чурапчан на выход Мая-Барагонцы. И тем самым вот такое большое технологическое нарушение было устранено в течение 6 часов. По Саталу это вот ситуация, когда недостаточная эксплуатация собственником своих линий электросетей. Наверное, вот можно отметить, что и оборотная сторона медали, да, что вот эта ситуация сейчас как раз-таки подняла тему вопросов, связанных с имуществом. Сейчас как раз-таки будут решены вопросы, связанные с имуществом, как это имущество электросетевого хозяйства Сатала может быть передано, либо там на каких-то условиях или на эксплуатации и так далее. По поселку Светлый это тоже крупная авария в сфере водоснабжения. Водовод с водочной станции был подморожен, да, и, соответственно, восстановление делать достаточно долго, но здесь что сыграло? Малый расход вечером, да, то есть как бы вода, как обычно, у нас расходуется в ночное время, в вечернее время гораздо меньше, чем вот дневное время. Соответственно, низкие температуры, потому что на сегодня низкие температуры наблюдаются повсеместно по всей республике, кроме Арктики. В некоторых арктических районах сейчас достаточно тепло, а наоборот, в южных районах, например, Ленск, вот Мирный, да, вот обычно там достаточно, тепло, а сейчас мы наблюдаем очень сильно низкие температуры. Очень мало жалоб на отопление в этом году. Я думаю, за это большое спасибо, нужно сказать, вообще всей сфере. Это значит, вы хорошо подготовились к зиме. Как в целом шла подготовка к этому сезону? Ежегодно завозится порядка 1 миллиона тонн топливно-энергетических ресурсов, да, это считая навигацию зимник во все районы, во все котельные. Сложно, с каждым годом сложно, потому что зимники поздно открываются, да, иногда бывают проблемы с навигацией, связанные с обмелением, там, низким уровнем рек и так далее. Как бы эти все вопросы оперативно решаем. По подготовке у нас раньше, если я смотрю вот ретроспективу, да, 5 лет назад, там, даже у нас острая нехватка денег была, и мы ее в основном покрывали за счет средств госбюджета. Вот правительство Российской Федерации, да, последние, отмечу, 3 года, 2 года это точно, сейчас очень сильный акцент делает на коммунальном хозяйстве. Правда ли такое? Есть, существует утверждение, что любая зима – это испытание для коммунальщиков и урок на следующие годы, особенно наши зимы. Да, у нас, я бы хотел поблагодарить наших коммунальщиков, энергетиков, что круглые сутки, ремонтные бригады, любую погоду, любое время суток они выезжают на технологические нарушения. Здесь люди, которые желают, чтобы, как сказать, добросовестно выполнять свою работу, они работают в нашей сфере. И здесь опыт и желание как-то поддержать качество и как-то оказание услуг, и чтобы нашим людям было хорошо, это очень сильно играет. Поэтому на людях это все у нас держится на самом деле.